Доброго времени суток, дорогие друзья, любители спорта, в частности футбола, а именно мини-футбола. Национальная вещательная компания «Саха» предлагает вашему вниманию финальный матч Кубка города Якутска по мини-футболу. В этом матче сойдутся команды «Университет» и «Барс». Два поколения студентов, которые играют в мини-футбол, в лучшую игру с мячом. За происходящим на площадке для вас будут комментировать я, Власий Сергеев, и председатель Совета футбольного союза города Якутска Алексей Адамов. Добрый день. Ну что ж, нас ждет очень интересное противостояние. Я думаю, этот матч можно смело относить к классике якутского футбола. Университет и «Барс». Обычно встречи этих команд бывают очень интересными. И надеемся, что сегодняшний день не станет исключением. Но все прекрасно знают то, что университет — это сборная Северо-Восточного федерального университета под руководством Сергея Павловича Скрябина. А что касается команды «Барс», это один из лидирующих коллективов в мире якутского футбола. И можно считать, что представители прошлых лет, команды «Ягу». Да, многие игроки команды «Барс» прошли школу университета мини-футбольную. Я вот думаю, что у главного тренера команды «Университет» Сергея Павловича Скрябина всегда в дни проведения таких матчей смешанные чувства. Да, ну, тем более Сергей Павлович является главным тренером команды Уселданского улуса, а на играх в МГ часть игроков команды «Барс» будут играть под его началом. Ну что ж, игра стартовала, дорогие друзья. Давайте наблюдать за происходящим. Ой, тут с первых минут чуть не привезли, да, себе? Да, что-то не собрались, видать, в первые минуты игроки команды «Барс», и сразу университет пошел в атаку. Ну и что касается составов, да, играющих команд. Команда «Университета». Номер 1 Айсен Савин, 16 Айсен Васильев, 10 Николай Дьяконов, 7 Рустам Ларионов, 11 Михаил Ядрихинский, 5 Артур Нератов, 12 Рустам Пудов, Александр Нестеров под 19 номером, 4 номер Авксентий Филиппов, 23 Александр Наговицын и 9 номер Родион Сысолядин. Это у нас состав команды «Университет». А сейчас мы же видим, как студенты раз за разом разыгрывают бьющего. Ну и состав команды «Барс». Номер 1 Данил Колесник. Досмотрим эту атаку. Удар блокирует игрок «Барса». И сейчас «Барс» уже бежит в контратаку. У Сергея Солдатова выбили мяч в последний момент. Ну что ж, команда «Барс», как я сказал уже, на воротах номер 1 Данил Колесник, 19 Нюргун Винокуров, 21 Андрей Иванов, 12 Николай Савин, 10 Альберт Данилов, 88 Виктор Винокуров, 7 Сергей Солдатов, 13 Алексей Дмитриев, 3 Владимир Росин, 5 Иван Потапов и 9 Михаил Никифоров. На первых минутах команды обменялись опасными атаками. И сейчас фол первый дал судья. Кстати, матч обслужит бригада арбитров Марченко Олег Михайлович и Раздобаров Александр Владимирович. Как сейчас разыграют футболисты «Барса», давайте посмотрим. Росина Сергей Солдатова. Солдатов играет дальше. И потеря. Этот мяч остается у «Барса». Продолжают они плести свои кружева. Мы знаем, что команда «Барс» так просто не атакует, как правило. Они, когда в позиционной атаке, начинают высматривать моменты. Высматривать, не торопясь, выглядывает, кто где выскочил. То есть просто так бездумно бей, беги не играют. Да, конечно. Ну что ж, у нас продолжается наша игра. Сергей Солдатов. Чисто в мяч выбил мяч. Ну и новая форма, да, у «Барса. Привыкли, что ребята обычно играли в черных футболках. Ну да, черные с красными полосками у них были. Такая темная форма. А сейчас нарядная форма. Фамилии написаны на спинах. Все на уровне. Да. Университет сейчас будет придумывать, что же делать в этой ситуации. Прострельная передача адресовалась Александру Нестерову, но, как мы видели, не получилось в этой атаке что-нибудь допридумать. «Барс» начинает со своей половины поля.
Активно в прессинг играет Рустам Ларионов. И да, зарабатывает аут в пользу своей команды. Да, тот же Нестеров Александр, он является лучшим бомбардиром текущим Кубка города. У него на счету 9 мячей. Отличная результативность. Итак, Барс организует свою очередную атаку. Можно пробить. Ох, Есть какой удар. Да. Но тут камера не совсем поспела, да, как я понимаю, Айсен Да, Савин. на угловой мяч перевел Айсен Савин. Разыгрывают футболисты Барса. Посмотрим, что придумают с этого углового. Игроки Барса разыгрывают. Да, смена прошла у Барса. Видно, что Алексей Дмитриев вышел на поле, Миша Никифоров. Вот, как раз Никифоров, хорошая передача. Да, и Альберт Данилов не попал по воротам. Я думаю, все любители спорта и футбола прекрасно знают, что Михаил Никифоров, помнят, да, его по выступлениям за футбольный клуб Якутия. Также он и за Зарю успел поиграть. Ну и регулярно играет за сборную Мегино-Кангаласского улуса на всех турнирах. Так что опыт в мини-футболе у Михаила Никифорова есть. Да, команда «Университет», конечно, помоложе в этом плане, в плане опыта. Но зато желание у них хоть отбавляй. Конечно. Ну и сборная Северо-Восточного федерального университета. Стоит сказать, что эта команда является одним из лидирующих коллективов в российском мини-футболе именно вот среди университетов, потому что все мы помним то, что, если я не совру, вот 2 года назад, кажется, вот сборная Северо-Восточного федерального университета под руководством Сергея Павловича Скрябина победила в турнире Ассоциации спортивных клубов среди российских вузов. Мини-футбол в вузы. Да. Да. И потом в прошлом году вот дошли до финала. Дошли до финала самого престижного проекта мини-футбол в вузы, где уступили команде, вот точно не помню, но Институт физической культуры и спорта московский. Да-да-да. Где играли ребята, которые играют и в Суперлиге, Да. и в высшей лиге. Только им уступили. Университет нейтрализовал эту угрозу, и сейчас Барс постарается создать новую атаку. Но мы видим, что инициатива перешла к Барсу, да, последние несколько минут. И вот опасно! Да, это Андрей Иванов отличился по центру метров 7 с 8. Точно пробил в нижний угол. Да, как раз вы начали говорить о том, что Барс перехватил инициативу. И вот мы видим то, что все зря не проходит. Вот начали создавать больше моментов, и вот счет у нас открыт. Тоже, как сейчас неприятно Сергею Павловичу Скрябину, его воспитанник, да, игрок, который один из лидеров команды Усть-Алданского улуса, забивает в финале мячью ворота его команды. Университет в атаке, видим, Барс встречает, и у нас фол. Второй фол уже у команды Университет. А, нет, это фол у команды Барс, извините. Да, у нас, да. Что касается фолов, 1-1. 1-1 по фолам. И достаточно опасное положение отсюда можно, конечно же, пробить. Есть удар. Ну, скорее это была передача, да, на Родиона Сысолятина. Да, на дальнюю штангу. Чуть-чуть не хватило точности. А вот позапрошлом году, вот я помню, Университет также с Барсом играли вот в финале чемпионата или кубка, вот уже не помню, но там очень напряженная игра была и дошли до серии пенальти. Да, было такое. Это был финал кубка. Тоже кубка. 2 года назад. Ну, можно вспомнить еще, как года 2 или 3 назад в финале чемпионата города, когда серия состояла еще просто из 2 матчей. Оба матча сыграли в ничью.
Вот, И очередной еще гол. один гол. Да, это Виктор Винокуров отличился. Поздравление принимает Виктор Винокуров после отличной передачи с его фланга. Виктор замкнул. Отправил мяч в сетку ворот, и смена сразу у Да. Барса. Счет 2-0. Молодец, пошел до конца. Доработал момент и на дальней штанге замкнул передачу. Ну, Виктор Винокуров уже сколько лет играет за Барс. Один из представителей костяка, да, этой команды. Да. Один из лидеров команды. Ну, команда Барс отличается, что в ней любой игрок является лидером и может решить эпизод или исход игры в свою сторону. Каждый. Никогда не ждешь. Не знаешь, от кого ждать неприятностей, если ты соперник команды Барс. Да, конечно, сейчас перед подопечными Сергея Павловича Скрябина стоит очень тяжелая задача, обескураживающее начало со счетом 2-0 уже, да, в начале игры. Ну и сейчас университету надо внести коррективы, да, вот мы видим, Сергей Павлович Скрябин уже не сидит на ногах и пытается внести, конечно, коррективы. Ну, надо ломать игру, да, надо что-то менять в игре. По такой игре, если так не будет моментов, по сути, тяжело будет зацепиться в этом матче. Момент у ворота Барса. Уверенно играет Данил Колесник. Своевременно покинул свое владение и нейтрализовал угрозу. Олег Михайлович Марченко отсчитывает положенные, да, метры. Есть удар. Блокирует этот удар Алексей Дмитриев. Ну и стоит сказать, то, что у нас сезон, так сказать, зимний сезон подходит к концу. Это, получается, заключительные же соревнования, да, по мини-футболу? Да, заключительный, последний матч Кубка финальный. И осталось у нас только определить победителя чемпионата города Якутска среди команд высшей лиги. В финальной серии встречались команды Ирбис-99, Союз Авто. Ну, первый матч со счетом 7-3 выиграла команда Ирбис-99. И сегодня вот как раз состоится второй матч серии. В случае победы Ирбис-99 станет чемпионом. А в случае ничейного результата, соответственно, будет третий матч. Который планируется провести уже 1 мая. Да. Или сегодня закончится чемпионат мини-футбольный, или 1 мая. Интрига. Ну и у нас также неплохая интрига и в этой игре. На кону Кубок Якутска. Да, тяжелый путь прошли команды до финала. Команда Барс выбила такие сильные команды, как тот же Ирбис-99, Союз Авто. Университет тоже до финала дошел не просто так. В полуфинале выиграл вторую команду Ирбиса со счетом 4-2. И все решается в этой игре. 2 тайма по 25 минут. Да, и это кубок. Здесь, в принципе, любая команда может обыграть каждую, настроиться на одну игру. Здесь, даже если команда менее опытная или менее мастеровитая, в любом случае может за счет самоотдачи добиться победы. Неплохой момент для удара. Не попал по воротам. Это Авсентий Филиппов. Авсентий Филиппов, да. Да, решился пробить. Неточная передача. И Альсен Савин будет вводить мяч в игру. Нет, с боковой линии.
Итак, Барс выходит из защиты, высоко прессингуют игроки университета. Ну, можно заметить, что последние несколько минут уже университет перехватил инициативу и так планомерно пытаются все-таки довести дело до завершающего удара. Знаете, возымели действия слова, да, Сергея Павловича. Видели, как он так эмоционально на скамейке своим игрокам что-то выговаривал. Опасный момент, удар! Да. И 1 на 1 выход Михаил Ядрихинский. реализовал, да. Ошиблись защитники, упустили игрока. Воспользовался этим Михаил. Сокращает отставание в счете Михаил, и счет у нас становится 2-1. Ну, это уже совсем другая ситуация, да? Ну да, да. А вот будут разыгрывать футболисты университета. Ну, всегда приятно наблюдать за игрой в мини-футбол под сводами Дворца спорта 50 лет Победы. Ну, а если же говорить о завершении, да, вот этого сезона мини-футбола, то уже на майских праздниках будет у нас очень интересный турнир по большому футболу. Кубок Победы, традиционный турнир. И как говорил, да, вот как говорил Анатолий Михайлович Самков, один из корифеев якутского футбола, то что это, пожалуй, самый старый турнир, который проводится на территории Якутска. И нас с вами там ждет тоже очень интересное противостояние, состязание. Ну да, в этом году со 2 мая начинаются соревнования. Со 2 по 5 праздничные выходные дни будут проходить игры. И с 9 по 11. 11 мая будет финальный матч на стадионе Туймада. Да, так что, пользуясь случаем, да, вот, дорогих телезрителей, всех приглашаем на эти матчи. У нас весь турнир будет проходить на стадионе Туймада. Университет перехватил мяч и сейчас будет организовывать свою атаку. Я думаю, многие заметили, да, то, что отсутствует представитель Кот-д'Ивуара Яник Самплей, один из ярчайших игроков СВФУ. Мы знаем то, что он играл за мини-футбольный клуб «Заря», но в этом сезоне он перешел в Грозненский «Беркут». Да, является одним из лидеров команды. Да, он, кстати, вот одним из лучших бомбардиров высшей лиги. Где-то 5 туров или 6 туров назад я вот заходил на сайт МФР, и он тогда был на первом месте. Вот очень забивная команда «Беркут», там на самом деле десятку лучших бомбардиров, там 7 или 6 игроков из «Беркута», и в том числе наш Яник Самплей. Да. Очень жаль, что травму получил Даниэль, тоже игрок команды «Университет», да, тоже такой самобытный игрок со своим, так сказать, стилем игры. Вот, но он сейчас находится на скамейке и подсказывает Сергею Павловичу, тоже помогает. Как ассистент тренера выступает, да, в этой игре. Травмирован, поэтому не принимает участие в данном матче. Ну, Даниэль Дурадани, мы знаем также, что он и тренирует СФУ. Да, буквально вчера закончился турнир, первый республиканский турнир по мини-футболу среди женщин на призы СФУ, который проводили вот в спортивном зале университета. Как раз команда Даниэля победила, вот, которую он тренирует, женскую. Ну, тоже достаточно интересно наблюдать за женским мини-футболом, как он развивается у нас в городе. Да, и если же вот, если парни, да, вот доходят до финала, мы ждем наших девушек, вот также, чтобы они выступили успешно на проекте мини-футбол в вузы. Да. Итак, а что у нас по времени? Остается играть 6,5 минут в первом периоде. И счет по-прежнему 2-1 в пользу Барса.
Ну и последнее время нету моментов у ворот университета. В основном все моменты происходят и удары. Вот опять очередной момент. Ну, нет, нет. Справа никого не оказалось. Никого не оказалось, да. А так неплохо задумано было. Ну и по нарушениям у нас тоже 2-1. 2 фола у университета, 1, соответственно, у Барса. Ну, 10-метровых мы в первом периоде не увидим. Ну, все может быть еще как бы. Времени так-то, да, 6 минут. Университет в атаке. Неплохо, да, вот Артур Миратов Да. прокинул мяч по левому флангу. Здесь, правда, удар. До Самый опасный был удара сейчас. не дошло. Угловой назначают арбитры. Минутный перерыв. Да, команда Барс. Да, Барс берет минутный перерыв, и сейчас у тренеров есть возможность внести коррективы, подбодрить команду, подсказать. Вот мы видим Сергей Павлович Скрябин. Дает наставление. Ну, видно, что ребята настроены серьезно. На 20 минут отыграли команды в первом тайме. И нас с вами ждет очень напряженная концовка первого отрезка. Да, терять нечего. Команде университет, в принципе, здесь одна игра. Как говорится, или пан, или пропал. Да, все решается здесь и сейчас. На кону кубок города Якутска. Итак, возвращается команда на площадку. И, как мы помним, угловой заработали футболисты Барса. Неудачно разыграли. Неудачно. Скорее всего, во время минутной паузы планировали что-то сделать другое. Довести, по крайней мере, до удара этот момент. Аут разыгрывают футболисты Барса. И сейчас Сергей Солдатов будет пробивать. Нет, делает передачу. Ее перехватили. И в контратаку убегает университет. Передача направо. Опасный прострел. Да, Рустам Пудов на дальнюю делал передачу. Никого не оказалось из сокомандников. Много набросов, да, вот стали делать футболисты Барса. Ну да, мы знаем, как тот же Сергей Солдатов умеет зацепиться за мяч или неожиданно пробить, или зацепиться и перевести мяч на чужую половину поля, пока все партнеры подойдут. Даже не подойдут, подбегут. Подойти на таком уровне как бы не получится. Тут скорости достаточно большие. У Тайсен тоже, кстати, Савин часто бывает подключается к атакам своей команды, но в этой игре мы пока не видели его подключений. Берет мяч, прокидывает вперед и движется. И сразу отсекает одного-двух игроков соперника. Итак, 3,5 минуты остается в первом тайме. И я думаю, что задача максимум, да, перед футболистами университета стоит, чтобы сравнять счет перед тем, как уйти на перерыв. Да, как говорится, гол в раздевалку. Он и эмоционально в игре во втором тайме поможет. Но не согласны игроки Барса с этим. Владимир Аросин. Солдатов делает скидку и удар красиво, сразу. Да. А Виктор Винокуров, мы помним, что у него уже есть забитый мяч в этой игре. Но и сейчас у него была хорошая возможность для того, чтобы
оформить дубль. Да, То, он как раз о чем мы говорили, да, вот как Сергей умеет. Да, цепляться за Да, мяч побороться. или скидывать под удар соперника. Это как раз вот его игра. Хорошая атака университета. Передача за передачей и удар. Не получился удар. Но мы видим, что обе команды играют в прессинг. Никто не дает спокойно разыгрывать мяч. Постоянно надо быстро принимать решения игрокам. Поэтому как бы и бывают ошибки. Барс перехватил мяч и сейчас попытается организовать свою атаку. Да, уже менее 2 минут осталось до конца первой половины встречи. Ну и напоминаем, что по регламенту в первой половине встречи грязное время идет, а во второй половине последние 2 минуты чистое время будет. Передача адресовалась Савину, Владимиру Росину, но не дошел мяч. Разыгрывают угловой футболисты Барса. Будет удар. Ох, Есть какой удар удар. и О, добивание. есть. Да, это Николай Савин отличился. Добил. Оказался в нужном месте в нужное время. После мощнейшего удара. Я не заметил, кто это. Власе, это Алексей Дмитриев, по-моему, пробил. Да, мне тоже Дальним так ударом. показалось. Очень хороший удар получился. И Асен Савин не смог, да, вот перенаправить мяч куда-то в другую сторону. Пришлось отражать да, так. Ну да. и на месте оказался Савин. Противостояние двух Савинов, да? Да. Ну, как же бьются футболисты. Да, мы говорили о том, чтобы неплохо было бы для сюжета, так сказать, этого матча, чтобы университет сравнял счет в последние минуты. А ну тут наоборот, получили они в свои ворота. Последние секунды. 13 секунд остается до конца. Медицинскую паузу назначили арбитры. Все в порядке с Алексеем Дмитриевым. Сейчас игра будет продолжена. Ну и последние секунды первого тайма. Асен Савин начинает атаку университета. Ну, все время грязное, поэтому как бы торопятся ребята. Да, завершается первый тайм финального матча Кубка города Якутска по мини-футболу. У нас итог первой половины игры 3-1 в пользу Барса. Команды отправляются отдыхать. Отдохнем и мы с вами. И мы с вами увидимся во втором тайме. Оставайтесь с нами.
друзья, начинается у нас второй тайм финального матча Кубка города Якутска по мини-футболу. Счет у нас 3-1 в пользу команды Барса. И с вами по-прежнему Власий Сергеев и председатель Совета футбольного союза города Якутска Алексей Адамов. Итак, видим мы, что университет с первых секунд второго отрезка игры пошел вперед. Ну да, ребятам надо отыгрываться. В перерыве получили они наставление от главного тренера. И сразу пошли вперед. Да, Сергей Павлович Скрябин остался недовольным игрой своей команды в первом тайме. И вот я слышал то, что Сергей Павлович призывал ребят создавать больше моментов. Ну и на первых минутах второго отрезка университет неплохо начал. Сейчас Барс в атаке был. Сегодня футбольный праздник. О, перехват. Не получилось у Сергея Солдатова выйти 1 на 1, обыграть одного соперника. И возможность хорошая была для удара, но блокировали. Еще один момент у университета. С первых секунд пошли вперед студенты. Сергей Павлович Скрябин внимательно наблюдает за действиями своих подопечных. Неплохо разыграли. Что будет дальше? Аут в пользу университета. Потихоньку подбираются к воротам команды Барс, игроки университета. Быстренько разыграли. Данил Колесник вступил в игру. Да, и в продолжении темы о празднике футбола. Вот сегодня у нас финал Кубка города Якутска. Еще один удар. А после этой игры Мощный удар, да. будет финал чемпионата города Якутска, в рамках которого встретятся Союзавто и Ирбис-99. Два очень интересных противостояния. И хорошая передача. Да, не попал по воротам Андрей Иванов после скидки Сергея Солдатова. Мне показалось, что Сергей Солдатов может и решиться пробить через себя, да? Ну, были у него такие голы, да, красивые. И через себя в том числе. Поэтому этого можно от него ожидать. Но в этой ситуации Сергей решил сделать передачу. В принципе, сделал все правильно. Не получилось. Счет остается прежним. 3-1. Барс будет разыгрывать аут. Передача не прошла, и сейчас университет попробует пойти в контр-атаку. Нет, захлебнулась атака. Сейчас придется позиционно взламывать оборону Барса. Ошибка. Да, неточная передача, и мяч переходит к футболистам Барса. Которые никуда не торопятся. Да, счет в их пользу, время играет за них. Передача вперед. Ну, мощные, да, вот игроки в линии атаки у Барса. И Алексей Дмитриев, и Сергей Солдатов. Ну да, если говорить о физической Да. форме, то команда Барс, конечно, там, ну, если не на голову, то по росту, даже по росту на полголовы выше команды университета. Савин на перехвате здорово сыграл. Михаил Никифоров готовится разыграть. Ух ты! Да, свободный удар сейчас назначит судья. Назначил небрежно как сыграли, пас да? назад, и вратарь сыграл рукой, пытаясь спасти свои ворота от гола. Да,
Несогласованность в действиях. Не на удобной высоте мяч направлялся к вратарю. И чуть было, да, вот себе не забили. И пришлось Колеснику играть рукой. Свободный удар. Итак. Скорее всего, Рустам Пудов будет Да. бить. И мы знаем, какой мощный у него удар. Нет, Блокировали. блокировали удар, да, игроки Барса. Хорошая была возможность. Сейчас Пудов потерял мяч, и Да. Барс бежит в контратаку. Опять перехват. Уже Рустам Ларионов. Фол, да, сзади по ногам получил Рустам. Он хоть и маленький ростом, но очень техничный игрок. Рустам не будет пробивать, разыграет футболист университета. На Рустама как раз идет мяч, и сразу удар. Угловой удар. Задело защитника. Угловой разыгрывает футболист университета Айсен Савин. А можете пробить, почему нет? Да. Пробил. И попал бы в ворота. Еще неизвестно, как получилось или нет бы. Данила Колесника отразить этот мяч. Вот через себя пытался, да, как вот буквально Власий говорил, Сергей Солдатов пытался через себя пробить. Помешал ему Айсен Савин. И вот неплохо может получиться. Есть удар. С носка ударил Авксентий Филиппов. Не попал по воротам. Ну, А планировал, да, вот правильно. Все правильно делал, да. Чуть точность подвела. У нас продолжается противостояние Сергея Солдатова с Айсеном Савиным. Воздушное противостояние. Да. Университет в атаке. Еще играть 17 минут, поэтому все может произойти. Ух, Здорово. как хорошо прокинул мяч. Да, Айсен Савин спас команду сейчас. Практически 1 на 1 был выход. Здорово, Айсен. Оценил ситуацию своевременно. Выбежал и нейтрализовал угрозу. Неточная передача. Сейчас можно и в руки взять. Это не тот случай, да, когда пас идет назад головой. Но раз за разом Данил Колесник забрасывает мяч в сторону ворот Айсена Савина. Есть ребята, которые могут хорошо побороться на втором этаже. И, как мы видели, по ходу этого матча пару раз... Ну, получалось, да. даже мы помним второй гол, да, когда забили после скидки Сергея Солдатова. Подобная была ситуация. Наброс вперед, скидка и удар. То есть это работает. Да. Чисто Без нарушения отобрал. правил. Сергей Солдатов делал передачу, но не получилось. Здорово Пудов тут разобрался. Атака университета продолжается. Ну, хорошо прошел как, да? Потихоньку поддавливает университет. Здорово Пудов увидел своего сокомандника. Отличная передача на Артура Нератова получилось, но точности в этом моменте не хватило. Аут в пользу университета. Ну, раз за разом, да, вот университет уже подкрадывается к воротам своего соперника. Да, моменты возникают, не хватает точности в завершающей стадии. Даже не вратарь спасает, а просто мимо ворот мяч летит. Есть удар. Блокировали, да, мяч уходит на угловой. Николай Савин подстраховал своего вратаря. Угловой. Еще один
Новый удар будет. Университет организовывает свою атаку и потери мяча. Видим то, что есть еще 14 минут и 38 секунд. Никого не оказалось из футболистов Барса. Айсен Савин начинает атаку студентов. Да. Если в ближайшие минуты не получится у университета сравнять счет, то мы, может быть, увидим, как будут пятого разыгрывать игроки команды университет. Или подключаться будет сам Айсен Савин. Ну и сейчас видим, да, то, что Айсен практически в центре поля стоит. Вот тут потеря и опасно сейчас может получиться. Есть удар. Да. Мимо. Не попал по воротам Альберт Данилов. Но университет вынужден рисковать. Да. Идут вперед, оголяют свои зоны и уже, по-моему, второй или третий момент как практически 1 на 1 выходят игроки команды Барс. Да, вот как мы уже сказали, да, вот если ситуация у нас не изменится, то Сергей Павлович Скрябин примет решение выпустить пятого полевого. Очень интересно бывает наблюдать за матчами, в которых команда идет в банк, да, рискует. Ну да, здесь шансы. Все зависит от мастерства этой команды, которая... Да, нужно уметь играть. Нужно уметь, да. В 5 полевых. И против 5 полевых тоже да. надо уметь играть. Если встречается команда, которая умеет играть 5 полевых против той, которая не умеет защищаться против 5, то там и по 5, и по 6 мячей забивают. Разыгрывают. Третий фол получила команда Барс. Но мы напоминаем, что после 5-го фола за 6-й и каждый последующий фол уже пробивается 10-метровый штрафной удар. У команды университет пока нет фолов во втором тайме. Отворот. Да, времени еще много. Университету надо идти вперед, попробовать рисковать. Позиционная атака студентов. Пытаются раскачать из стороны в сторону оборону соперника. Хорошая передача пяткой. И аут в пользу университета. Михаил Ядрихинский будет вводить мяч в игру. И Рустам Ларионов будет играть бьющего. Нет. Ух ты! Вот да, то, о чем мы говорили, подключение, да? Подключение, да, Айсена Савина. Ну и мяч остается у университета. Задел кого-то из защитников мяч в момент удара. Отворот будет. Мне показалось, что от игрока Барса мяч покинул пределы поля, но судье виднее. Барс. Конечно же, Барс никуда не спешит. Счет в их пользу. А вот студентам как раз таки надо спешить. Ну, тут, да, не прав Виктор Винокуров, очень жестко. Желтую карточку получает, предупреждение. Да, первая карточка. Ну и 4-й уже фол. Да, слышно, как со скамейки Барса кричат: без фолов играем. Да, и учитывая то, что остается еще целых 10 минут, есть падение тут, ничего нет, да? Нет, ничего нет. Опять заброс, смотрите. Доигрывать нужно этот эпизод, есть удар. Ну вот раз за разом, да, вот закидывает Данил Колесник мяч вперед и опять принесло результат. Да. Но тут вопрос, как же так оставляют студенты?
игроков Барса, да, вот зная то, что прекрасно могут они бороться и в воздухе. Вот тут, Да, конечно, здесь, отлично Виктор. Здесь начали вначале просить, что вроде как был фол, но до конца доиграли эпизод, молодцы. И забили гол. Да, и Не ситуация остановились. очень тяжелая у университета, 4-1. Рустам Ларионов играет на Айсена Савина. Айсен Савин дальше. Ох, как неожиданный Здорово. пас. Отлично разыграли. Да, и тут Данил Колесник спас свою команду. Практически с 4-5 метров. Отразил удар соперника. И минутный перерыв. Минутный перерыв. Взяла команда университет. Сейчас посмотрим, что Сергей Павлович предложит, что изменится в игре университета. Объясняет что-то арбитрам. Да, интересно, что же обсуждает Сергей Павлович с представителями судейской коллегии. Не, ну видно, как Александр Раздобаров качает головой, не согласен. Не согласен. Да, не согласен с претензиями Сергея Павловича, но Ну вот я думаю, то, что в скором времени, да, Сергей Павлович Скрябин решится на... ну да, мы уже видели, что Айсен Савин подключался пятым. Возможно, он поменяет его на игрока полевого. Того же, может быть, Николая Дьяконова. Он, бывает, у них выходит пятого, когда разыгрывают они, но сейчас что-то сегодня или травмирован, или по решению тренерского штаба что-то его на площадке не видно. Возвращаются команды на площадку. И университет сейчас будет разыгрывать аут. Савин-то, кстати, ну, 3 удара нанес, да, точно. Да, да. Подключается, и вот он пробует. находится в центре поля, тоже уже подключился к атаке. Ждем Олега Михайловича Марченко. Дается свисток. Ну что, Савин. Ну, в пятого практически играет, да? Да, да. Расшатывают оборону Барса. Ищут диагональ, чтобы передать мяч на дальнюю штангу. Но пока грамотно защищаются игроки команды Барс. Да, постоянно встречают игрока, получающего мяч. Свободные зоны не дают, и поэтому тяжело им, игрокам университета. Хорошую передачу выполнил Айсен Савин. Тут нарушение правил. А это была игра рукой, по-моему, пятый фол назначает арбитр. Нет, наоборот, в сторону команды университет фол, первый фол. И вновь, как получается, Да, это опасно, да? Опять такая же скидка. Алексей Дмитриев скинул Михаилу Никифорову, и он пробил. Если попал поворотом, тяжело было бы Айсену Савину достать мяч. Прекрасно знаем, как может мощно пробить, да, Михаил Никифоров? Да. Вот опять набрасывается мяч вперед. Дальний удар. Хорошо в отборе сыграл футболист Барса, и удар получился не самым точным. Начинает спешить университет. Ну, до конца, тем не менее, остается 7,5 минут. Время еще есть. Да, времени прекрасно знаем то, что в мини-футболе, да, всякое может случиться. 7 минут это более чем достаточно. Удара. Мне кажется, это свой же игрок, выбивая мяч, направил мяч в сторону своих ворот. Так, что у нас? Аут в пользу Барса.
Безадресной получилась передача. Ну и вот на общем плане, да, видели, что уже футболисты Союзавто да, поменяли Нет, решение. от ворот. Договорились между собой арбитры. Приняли единственное верное, наверное, такое решение в пользу команды, которая проигрывает в данный момент. Да, счет у нас по-прежнему 4-1 в пользу Барса. Университета. Вот, прошла диагональ как раз. И лучший бомбардир текущего розыгрыша Александр Нестеров не попал по воротам. Так, что у нас тут решается? Желтая карточка. Да. За разговоры, видимо, да? Видимо, за разговоры. Увидим, как Страсти накаляется. команды Барс, да, Александр Тырылгин возмущается чему-то, возможно, тому прошлому эпизоду, когда угловой вначале назначили, а потом судьи изменили свое решение, назначив удар от ворот. Разыгрывают футболисты на Барса. Никого не оказалось. И аут в пользу Университета. Айсен Савин прессингует Айсена. Но Барс уже высоко встречает, да? Да, и вратарю нельзя давать мяч. Неплохо вышли от прессинга и заработали угловой. Николай Савин оказался в нужном месте. В нужное время. Артур Нератов готовится ввести мяч в игру. Айсен Савин в одно касание возвращает. Хотел вернуть мяч. Партнер его не понял. Ну и сейчас минутный перерыв взяла команда Барс. И 4-1. 4-1. За 4 минуты до конца встречи. По фолам у нас ситуация аналогичная счету, да, 4-1. 4 нарушения правил у Барса против одного студентов. Сергей Павлович Скрябин сейчас общается с своими подопечными. Чувствуется, да, вот эта напряженность. Времени-то мало остается. Да, объясняет, кому куда бежать, где открываться. Потому что надо забивать буквально в ближайшую минуту-две, чтобы как-то зацепиться за этот матч. Перевести игру в овертайм. Но обиднее всего бывает, конечно, проигрывать в финале, пройдя сложный путь и остановиться в шаге, да, вот завоевания трофея. И сейчас, конечно же, студенты всеми силами попытаются переломить ход этой игры. Ну да, но это спорт, тут не может быть двух победителей. Да. Ну и по регламенту мы знаем то, что в случае ничейного счета 2 тайма по 5 и серия пенальти. То есть в любом случае победитель будет выявлен. И сейчас к победе ближе Барс, как мы видим, 4-1. Владимир Аросин принял мяч, но выпустил его за линию. Опять пятером пошли в атаку игроки команды Университет. Пробить попробовал. Да, Рустам Ларионов. практически с центра поля. Это похоже на удар какое-то отчаяние. Хотя, в принципе, справа были открытые партнеры. Вот видим, да, как далеко от своих ворот выходит Айсен Савин. Да, он уже практически на самой передовой. Да.
Ну, давайте наблюдать за тем, как университет будет играть. Разыгрывать. Быстрее надо мяч 5 передавать полевых. друг другу, чтобы раскачать оборону. Но пока не получается. Обязательно там второе, третье касание. Попробовать надо ускориться. Сыграть где-то в одно касание. Вот, в одно касание. Отлично. И уже опасно, да. Просто идеально разыграли, да? Да, пропустил между ног. Не заметил я кто, но потом, получается, Но сейчас- Айсен Савил дал пас. На и повторе увидим. Рустам Пудов отличился. И, конечно, прекрасно, да, почувствовал этот момент игрок университета и пропустил мяч на Айсена Савина. Да. Очень красиво разыграли. Счет у нас становится 2-4. Тут нарушение. Да, и 2 минуты еще играть у нас. Ну и что у нас по времени? Последние 2 минуты у Да. нас сейчас чистое время пойдет, поэтому никто никуда торопиться не будет, когда мяч будет выходить в аут. Вот. И хорошая возможность. Да. Сергей Солдатов принял Да. мяч на грудь, Замечательно. развернулся. Не попал в ворота. Так бы тяжело было бы. Вряд ли бы смог бы даже Айсен Савин помочь. Вдвоем на одного выходит защитника. Ну и тут забивать надо. Ай-яй-яй. И все-таки. Мимо. Да, Родион Сысолятин. Немножко, может быть, и заигрался. Сразу не решился, да, пробить. Решил идти в сторону. Да. Какой удар мощный. Айсен Савин доставил проблемы своему коллеге. Минута и 27. Удар есть. Да. Моменты-то возникают у ворот Барса. Сейчас нас ждет напряженная концовочка. Да. Ну что мешало футболисту университета раньше начать? Наверное, соперники мешали, не давали. Ну и нужно бежать в контратаку. Так, что у нас тут? Нарушение? Да, нарушение правил. Второй фол команды университета. И как раз также сравнялся счет по фолам, как и по голам. Да, 2-4. Там и там, да? Начинают свою атаку студенты. Айсен Савин вновь идет вперед. Да, тем временем уже последняя минута пошла. И есть, забивать да, нужно. да. 3-4. Это становится очень интересно, дорогие друзья. Да, сейчас последняя минута. Александр Нестеров 10-й гол в этом розыгрыше забил кубка. 3-4 и 47 секунд до конца этой встречи. Сейчас университету нужно идти вперед, сломя голову. Ну что ж, последние секунды. Получится ли у университета сравнять счет? Перехват. Барс в атаке. Неплохо может получиться. Отбивается студент. Да, но тем не менее Барс свои там 15-20 секунд выиграл. Да, 19 остается. секунд до конца встречи. Ну и университету, конечно, нужно рисковать. Потому что какая разница, да, с каким счетом проигрывать? Да. Айсен Савин побежал вперед. И разыгрывают футболисты университета. 10 секунд. 10 секунд. И, пожалуй, последняя атака. Ух ты, Ух еще и удар. Да, друзья.
И последняя секунда осталась. Все могло решиться, да, в эту секунду. На табло 0,2 секунды. Ну, вряд ли что-то получится, если только с аута бить в сторону ворот и мяч кого-то заденет по пути. А мы знаем, что по правилам мяч, забитый сиреной, засчитывается. Ну, сейчас, да, я тоже думаю, то, что будет мяч сильно отправляться в сторону. Втроем встают в стенку при розыгрыше аута. Да, стенка из 3. Удар, последний удар Рустама Пудова. И блокируют игроки Барса этот удар. И счет у нас не меняется. 3-4. Дорогие друзья, и Барс, футбольный клуб Барс, становится обладателем Кубка города Якутска по мини-футболу. Да, мы видим радость ребят. Принимают поздравления футболисты Барса, благодарят своих соперников из университета за эту игру. Благодарим ребят. И мы выдали, конечно, отличную игру. 3-4. Напряженнейшая концовка у нас получилась. И Барс становится победителем Кубка города Якутска по мини-футболу. Еще раз напомним для наших телезрителей, то, что это был финал Кубка, где встретились 2 поколения футболистов. 2 поколения футболистов-студентов. Ирбиса вышли разминаться. В скором времени мы начнем просмотр этой игры. Ну а сейчас вашему вниманию мы предлагаем подборку ярких моментов этой игры, прошедшей игры, по итогам которой Барс вышел победителем. Это у нас первое взятие ворот. Ну, по ходу всей игры, да, вот Барс у нас выходил вперед, а студенты же были всегда в роли догоняющего. И под конец матча практически у них это получилось. Сократили отставание в счете до минимума. Ну а сейчас мы видим взятие ворот в исполнении Виктора Винокурова. Практически получилось сравнять счет студентам вот в концовке. Отлично они включились. Сократили отставание в счете до минимума. Ну и на последних минутах организовали очень опасные моменты у ворот Барса. Но футболисты Барса смогли выдержать этот натиск и сохранить победный счет. Много опасных таких ударов у нас было. В этом случае отлично Михаил Никифоров с лету пробивал, и на добивании здорово сыграл Николай Савин. Во многом, да, в этой игре многое решили вот эти вот набросы в исполнении Данила Колесника. Ну и, как мы видели, вот как раз, да, много было таких набросов раз за разом. Вот. Футболисты университета оставляли игроков Барса, но Виктор Винокуров прекрасно борется, мы это знаем. И Михаил Никифоров. Ну, ребята, в принципе, в Барсе вот собрались все мощные, физически такие сильные ребята. И вот мы видели то, что в этом матче пару мячей были забиты как раз-таки после этих набросов. Но вот как здорово разыграли студенты 5-го полевого. Айсен Савин был очень активен сегодня на поле. Ну а это была прекрасная возможность у Сергея Солдатова. Опять-таки наброс. Сергей принял, обработал мяч и с разворота пробил, но чуть не хватило. Ну вот тут и Александр Нестеров свой 10-й мяч в этом розыгрыше забил и сократил отставание в счете до минимума. Мы видим то, что Александр сразу направился с мячом к центру поля, чтобы быстренько разыграть, попытаться сравнять счет, но Барс выдержал и победил со счетом 4-3. Ну что же, дорогие друзья, в скором времени у нас начнется награждение
победителя и призеров Кубка города Якутска по мини-футболу. Еще раз поздравляем футболистов команды «Барс». Давайте вспомним, да, вот кто же у нас стал обладателем Кубка города Якутска по мини-футболу. Футбольный клуб «Барс». Данил Колесник, Нюргун Винокуров, Андрей Иванов, Николай Савин, Альберт Данилов, Виктор Винокуров, Сергей Солдатов, Алексей Дмитриев, Владимир Росин, Иван Потапов и Михаил Никифоров. Ну и видим, начинается церемония награждения. Серебряные медали вручаются футболистам команды «Университет». Айсен Савин, Айсен Васильев, Николай Дьяконов, Рустам Ларионов, Михаил Ядрихинский, Артур Нератов, Рустам Пудов, Александр Нестеров, Авсентий Филиппов, Александр Наговицын и Родион Сысолятин. Имена обладателей серебряных медалей Кубка города Якутска по мини-футболу. Поздравляем и игроков команды «Университет» с этим серебряным успехом. Поздравляем также лично Сергея Павловича Скрябина. Желаем удачи нашим студентам в дальнейших стартах. И надеемся, уже в ближайшее время мы увидим сборную Северо-Восточного федерального университета на очередных каких-нибудь престижных выездных соревнованиях. Ну а сейчас золотые медали и, собственно, сам кубок будут вручены футболистам «Барса». Медали вручает председатель Совета футбольного союза города Якутска Алексей Адамов. Благодарим мы Алексея за то, что помог нам с комментарием, составил нам компанию. И надеемся, что наша работа пришлась вам по вкусу, дорогие друзья. Ну а мы еще раз поздравляем футболистов «Барса». Давайте пройдемся по составу еще раз. Данил Колесник, номер 1, 19-й Нюргун Винокуров, 21-й Андрей Иванов, 3-й Николай Савин, 10-й Альберт Данилов, 88-й Виктор Винокуров, 7-й Сергей Солдатов, капитан команды, 13-й Алексей Дмитриев, 8-й Владимир Аросин, 5-й Иван Потапов, 9-й Михаил Никифоров. Ну и видим, как ребята радуются этой победе. Ну и Сергей Солдатов на правах капитана поднимает над головой главный трофей соревнований. Ну и вручение индивидуальных наград. Сейчас награждается у нас Александр Нестеров, лучший бомбардир Кубка города Якутска по мини-футболу. Отличный турнир провел Нестеров. И лучший игрок Кубка города Николай Савин, «Барс». Ну и видим, как скандируют, да, Савин, Савин. Радуются ребята. Отлично. Ну что ж, еще раз поздравляем мы Николая Савина, всю команду «Барс» с этим триумфом на Кубке города Якутска по мини-футболу. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Для вас у микрофона работали Власий Сергеев и председатель Совета футбольного союза города Якутска Алексей Адамов. Дорогие друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Ну и, конечно, помните, что футбол — это лучшая игра с мячом.